Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 10 по 16 февраля 2020 года для стрельцов. Рассмотрим основные события недели на карте Таро и на картах Ленорман посмотрим, что будет в отношениях, работе, финансах и совет на неделю. Так, сначала основные события, основные энергии, которые будут влиять на стрельцов на этой неделе. Выпадает карта. Туз жезлов. 3 карты на отношения достанем. Для тех, кто в паре, для тех, кто ищет партнера, для тех, кто в ссоре. 3 карты на работу для тех, кто работает по найму, для тех, кто ищет работу и для тех, у кого свое дело. Финансы. Совет на неделю. Стрельцам выпадает туз жезлов. Эта карта говорит о том, что открываются какие-то новые перспективы, новые возможности. Больше всего этот туз относится к деятельности, к расширению наших возможностей, горизонтов, к обучению. Здесь может быть повышение в должности, здесь может быть новый проект какой-то. В общем, мы можем что-то важное начинать. Есть прекрасная возможность. Кроме того, туз жезлов обычно дает огромное количество энергии для начинаний. То есть мы даже иногда и не хотим, нас как будто бы несет вот эта энергия, она заставляет нас двигаться, что-то делать. Мы даже просто не можем усидеть на месте. Вот такой силой обладает вот эта энергия. А также эта карта может говорить и о том, что в отношениях может быть больше страсти, может быть возобновление каких-то отношений, если, допустим, была ссора, вот может быть примирение и так далее, и так далее. То есть здесь вот такая сексуальная тематика, может быть у кого-то зачатие, да, для тех, кому это важно. Вот действительно очень хорошая карта для всех начинаний. Давайте посмотрим, что будет происходить в отношениях. В отношениях у стрельцов всадник для тех, кто в паре. Да? Карта говорит о том, что будут какие-то неожиданности, вот в сочетании еще с этими картами, могут быть неожиданности, которые вот заставят вас поволноваться. Может быть, что-то связанное с прошлым. Могут люди из прошлого возвращаться, и они, возможно, нежеланные для вас, да, и вы можете вот как-то реагировать таким как бы не очень приятным образом, да, а также может быть какой-то обман со стороны, может быть, третьих лиц, может быть, кто-то может наговаривать на вашего партнера, да, или вашему партнеру говорить о вас какие-то не очень хорошие вещи. Конечно же, они обман, да, этому не стоит верить, но в то же время могут быть какие-то конфликтные ситуации вот как раз из-за этого. Может быть, у вас в отношениях, допустим, все хорошо, да, и есть люди, которые завидуют, которые вмешиваются. Нельзя никому разрешать на этой неделе вмешиваться в ваши отношения, кто бы это ни был. Даже если это родственники, там, родители и так далее. То есть нужно оберегать вот на этой неделе свои отношения, иначе могут быть последствия, которые вот надолго оставят отпечаток, оставят след. Также карта говорит о том, что могут быть какие-то переезды, перемены, поездки, может быть, какое-то известие важное придет, вот важное для вас двоих. Также можете начинать какое-то совместное дело, да, тут у нас единичка, всадник, может быть, это, конечно, не работа, да, не деятельность, можете просто вместе что-то делать, вместе даже отдыхать можете, вместе куда-то ехать, вместе думать над какой-то идеей, да, вот может быть здесь будет предложение о работе, да, и вы будете обсуждать это, решать, все плюсы и минусы взвешивать. То есть здесь вот карта единица, то есть, скорее всего, здесь
события будут касаться одного из партнеров, но вы будете вместе решать этот вопрос. Ну, перемены будут касаться одного из партнеров, но вы будете это обсуждать вдвоем. То есть это действительно важно для вас обоих. Это отразится на вашей будущей жизни. Давайте посмотрим, что ждет тех стрельцов, которые ищут партнера. Здесь выпадает карта Плеть. И она говорит о том, что не нужно соглашаться на первые попавшиеся отношения. Может быть, нужно действительно как бы отметать тех людей, которые вот вы видите точно вам не подходят. Может быть, вам неприятно их общение, или может быть, они как-то критично настроены и, может быть, задевают как-то ваше самолюбие, может быть, как-то принижают вашу самооценку. Ну, в общем, вы чувствуете себя с ними некомфортно. И вот карта говорит о том, что нужно от таких людей отдаляться, либо даже может отвечать им тем же, вот как они с вами, да, так и вы с ними, чтобы не дать возможность им каким-то образом вас там обидеть, задеть и так далее. Кроме того, карта говорит о том, что могут быть какие-то ситуации не очень приятные, да, то есть вот эта неделя для стрельцов не очень подходящая для знакомства, если только это, конечно, не встречи, ну, как бы только для секса, допустим, да, вот это здесь вполне возможно, ну, тогда это уже как бы ваше дело, да, но у таких встреч обычно нет продолжения, да, то есть это как-то заканчивается быстро, это недолго, и если вы рассчитываете на то, что здесь будет что-то серьезное в отношениях, то нет. То есть на этой неделе вот люди встречаются как раз такие, которые не для брака, не для долгих отношений, которые больше думают там о развлечениях и стараются самоутвердиться за счет партнера. Поэтому вот будьте осторожны на этой неделе, не нужно как бы всем доверять. А теперь для тех, кто в ссоре, выпадает карта Лиса. Можно сказать здесь, что это как бы и хорошая карта, и одновременно плохая. То есть если вы будете действовать не напрямую, если будете искать подходящий момент для примирения, для разговора, то есть будете действовать как лиса, да, то вот как раз это прекрасная неделя для того, чтобы помириться. Но если вы будете продолжать, допустим, обманывать, хитрить, водить партнера за нос, да, то тогда примирение не произойдет. То есть самое главное, нужно оставаться в отношениях искренними. Правильно подобрать момент, это да, нужно, не нужно действовать в лоб, но и хитрить не нужно, обманывать не нужно. Если партнер почувствует, что вы не до конца с ним честные, не до конца искренние, либо не берете на себя ответственность, допустим, перекладываете ее на него, то тогда не получится примирение. Давайте теперь посмотрим работу. Для тех, кто работает по найму, у нас выпадает карта книга. Карта говорит о том, что, скорее всего, будет много дел, много работы, может быть, придется искать какую-то информацию нужную, и, может быть, будет настолько много дел, что нет возможности выйти там на улицу, да, подышать воздухом, обратить внимание на что-то красивое, то есть вы все время в делах, все время в работе, и у вас вот тут даже часы изображены, да, то есть все время у вас уходит на деятельность. Вы даже вот тут пьете чай, да, на работе, вы, в принципе, вот это ваш мир. То есть совсем маленький кусочек есть свободного времени, да, все остальное вот здесь занято. Карта говорит о том, что это все не зря, потому что здесь такое хорошее соседство, да, скорее всего, вы либо хотите повышения, да, либо хотите, чтобы вас заметили, либо хотите вот подняться по карьерной лестнице до максимума, либо хотите получить очень хороший результат в плане финансов. То есть здесь вот вы не зря стараетесь, вот эта работа не из-под палки, то есть это вы сами хотите, книга открытая, да, здесь вы действительно имеете возможность вот сделать все, что необходимо.
Вообще вот по этой карте приходит очень часто нужная информация, нужные люди и так далее. То есть вот все как бы ладится. Несмотря на то, что вы много работаете и у вас мало свободного времени, это все не навсегда. Да? Вы осуществляете свои же желания, свои мечты, поэтому вы даже не переживаете по этому поводу, вам комфортно. Кстати, вот эта карта еще говорит о том, что вам нужно задуматься, на той ли вы работе находитесь, правильно ли вы свою жизнь тратите, на то ли, да, вот нужно еще задуматься над этим вопросом обязательно. Бывает так, что мы работаем просто для того, чтобы накормить семью, себя, да, оплатить разные счета и так далее. Это тоже необходимо, это ну, как бы этого требует жизнь. Но это не значит, что мы должны соглашаться на это и все время как бы быть именно в такой роли, да. Нужно все равно подумать, чего именно вы хотите, и дополнительно, может быть, начать обучение, да, параллельно, допустим, есть работа и есть что-то новое еще, что вы хотите реализовать, на что вы хотите жизнь потратить. Для тех стрельцов, которые ищут работу, прекрасная возможность, башня, да, это и поддержка, это вот и возможность как раз найти работу, может быть, в государственных структурах, там, в банках, в общем, в какие-то значимые такие для общества учреждения. Также карта говорит о том, что есть возможность карьерного роста, да, то есть если вы получите вот эту работу, есть возможность действительно себя реализовать, подняться очень высоко и обрести покровителей, которые будут вам помогать. Есть возможность оформить все нужные документы. Может быть, здесь вот на этой неделе для вас откроется наконец то, чего вы бы хотели. То есть, может быть, до этого времени вы не совсем понимали, чем бы вы хотели заниматься, где бы вы хотели работать. На этой неделе это может для вас стать ясным. Может быть, появятся люди, которые помогут. Вот здесь у нас и люди тоже изображены на карте, то есть есть вот возможность либо примера, да, либо людей, которые могут направить вот по нужному пути, либо люди, которые могут помочь, поддержать и так далее. Для тех, кто свое дело имеет, уже который раз выпадает эта карта, видимо, неделя такая, да, карта коса. Она говорит о том, что результаты приходят к стрельцам, тем, которые имеют свое дело, свой бизнес. Они, скорее всего, получили либо какое-то разрешение, какие-то бумаги для того, чтобы вот деятельность продолжать, либо здесь вот есть какая-то поддержка из вышестоящих лиц, либо здесь партнеры какие-то могут появиться, которые дают возможность дальше развиваться, да, которые дают возможность обновить деятельность. То есть, глядя на ваши результаты, на то, как вы ведете свою деятельность, есть люди, которые хотят быть, ну, как бы с вами, да, то есть сотрудничать с вами. И если будут поступать такие предложения, то не нужно отказываться. А здесь у нас мужчина, он смотрит в будущее, да, вот девушка, мужчина смотрит в будущее. А карта с башней, она расположена за спиной. То есть, скорее всего, уже вы знакомы с какими-то людьми, которые бы были в вас заинтересованы. Либо вы, может быть, уже решили какие-то вопросы там, с бумагами, да, с документами, с какими-то разрешениями. И это вот дает вам возможность двигаться дальше уже спокойно. Да? То есть вы содержите все в порядке, у вас ну, как бы нет каких-то задолженности, может быть, перед государством, да, здесь вот может быть там заплатить налоги, допустим, вовремя, да, в общем, не скрывать свои доходы и так далее. Вот здесь вот эти вопросы, эти темы тоже могут быть актуальны на этой неделе. Но в любом случае это вот все как бы к лучшему, хорошо. И это у вас уже за спиной, то есть, по сути, вы ну, как бы решили этот вопрос уже. Дальше перед вами новые какие-то цели, планы. Вот сейчас вы заканчиваете дела, проекты какие-то, да, и дальше у вас есть возможность улучшения, повышения. Финансы. В финансах выпадает карта сердца.
Эта карта может говорить о том, что вас будет радовать то, что с вашими финансами происходит. Это с одной стороны. С другой стороны, может быть, любимое дело дает вам доход, и вы настолько как бы не замечаете, что вы работаете, да, что для вас это просто как бы счастье, праздник. То есть, по сути, у вас нет никакой работы, нет никакой деятельности, и вот ваши деньги приходят как будто за то, что вы просто живете и радуетесь. Также карта вот показывает, как сердце вот здесь прикреплено какими-то вот веревочками, ленточками, да. То есть карта говорит о том, что вы настолько привязаны к своей работе, что вы даже не можете от нее отказаться. То есть это ваше личное желание, это ваше личное стремление. И даже если вам приходится там перерабатывать, да, вы этого не замечаете. Для вас работа как праздник. И вот эти деньги, которые к вам приходят от любимого дела, они тоже вас очень радуют. Кроме того, карта говорит о том, что можем мы тратить деньги на любимых людей. Тем более у нас здесь День Святого Валентина, да, мы всегда сердечки вот эти дарим, да, то есть очень много, возможно, мы потратим денег на подарки, чтобы порадовать своих близких, любимых и так далее. То есть, может быть, это будет не просто подарок, может быть, это будет там прогулка, поездка, какие-то билеты, допустим, в театр или еще что-то такое, да. Здесь вот действительно на этой неделе ваши деньги приносят вам много радости. И много радости вашим близким, да, потому что сердечко здесь у нас это наши близкие. То есть мы не только себя радуем, но и радуем тех людей, которые рядом с нами. Совет. Совет у нас карта рыбы. И здесь на что нужно обратить внимание стрельцам? Вот нужно обязательно соблюдать баланс между материальным и духовным. То есть нужно понимать, откуда берутся деньги. То есть мы привыкли, нам кажется, что деньги зарабатываем мы сами. Вот сколько мы вложим, да, работы, столько получим денег. Но ведь мы знаем, что есть много людей, которые и рады бы работать, и, может быть, много работают, но денег все-таки мало получают. Или, наоборот, там ищут работу, да, и опыт у них есть, и все, а работу не находят. То есть это не значит, что вот сколько мы вложим, столько и получим денег. Нет. Эта карта говорит о том, что все, что приходит в нашу жизнь, оно приходит к нам как бы от судьбы, от высших сил. То есть все это регулируется не только нами. Конечно, от нас много зависит. Конечно, мы знаем, что без труда мы ничего не получим. Но все-таки это вот как бы даже получается большая часть зависит от судьбы и меньшая часть от нас. То есть если у нас в жизни все хорошо, если у нас есть работа, деньги, это значит, что мы должны благодарить высшие силы за то, что у нас есть. И мы должны понимать вот истинную природу того, что в нашей жизни происходит. И это как бы карта веры, да, то есть мы должны понимать, что мы всегда, как сказать, защищены, да, мы всегда поддержаны. А если у нас в данный момент нет, допустим, работы, да, или недостаточно денег, средств и так далее, то опять же эта карта говорит о том, чтобы мы обращались как бы к высшим силам за помощью, потому что мы должны понимать, что именно от них зависит, какие будут результаты в нашей жизни и где мы сможем прикладывать усилия и сможем ли мы их вообще прикладывать. Будет ли у нас как бы возможность для того, чтобы эти усилия прикладывать. То есть нужно все время вот этот баланс между как бы материальным и духовным видеть, да, то есть понимать, что все-таки вот именно духовная часть, она определяющая. Именно как бы это дает нам жизнь, дает нам дыхание, это заставляет какие-то процессы в теле происходить. И эта же самая сила, она обеспечивает нас всем необходимым, работой, деньгами. И если у нас чего-то в жизни нет, то значит, что-то мы делаем в жизни неправильно. И вот желательно все-таки подумать, что именно не так. Может быть, нам не хватает веры, может быть, мы сами своими
мыслями как-то отталкиваем от себя благо. Либо, может быть, не осознаем какие-то ошибки, и жизнь хочет нас как бы заставить, привлечь к тому, чтобы мы эти ошибки осознали. То есть вот карта рыбы, она больше связана все-таки с духовностью. Да, она и с деньгами связана, да, то есть здесь как совет. Нужно обязательно заботиться о своем финансовом положении, да, нужно обязательно как бы сохранять часть дохода, чтобы деньги были вот для развития, да, потому что рыбы это у нас всегда развитие, для обучения там и так далее, для путешествий, чтобы у нас не только деньги были вот на нужды на какие-то, то есть заработали все, как бы съели, да, потратили и все, и потом больше ничего нет. То есть нужно обязательно, чтобы какая-то часть оставалась, потому что, скорее всего, стрельцам в ближайшее время нужно будет либо учиться, либо деньги нужны будут на поездки, на путешествия, в общем, что-то дополнительно к нашим каждодневным вот этим нуждам. Друзья, желаю прекрасной недели, желаю, чтобы все ваши желания, мечты сбывались. Всего вам доброго, до новых встреч!